В научно-исследовательском институте прошла научная конференция «Осетия в древности, средневековье и в новое время». Мероприятие приурочили к 80-летию директора института, кандидата исторических наук Роберта Гаглойта. Заседание открыл госсоветник президента Константин Кочиев. Он передал слова поздравления юбиляру от имени исполняющего обязанности президента Южной Осетии Марата Камболова. Ваша работа в области археологии и изучения истории Осетии внесла большой вклад в развитие отечественной исторической науки и сохранение историко-культурного наследия нашего народа. Особое место в вашей профессиональной биографии занимает деятельность Югостинской МНИИ имени Захария Николаевича Омеева. Вы внесли весомый вклад в общественную просветительскую деятельность. Заслуги и вклад Роберта Гаглоева в науку сложно переоценить, отметили присутствующие, чествуя юбиляра. Говорили и о его жизненном пути. Профессор Людвиг Чибиров отметил, что научная деятельность Роберта Гаглойта началась со студенческих лет. Он участвовал в археологических экспедициях под руководством профессора Баграта Техова. Дорогой Роберт Хазбиевич, 80 лет возраст, когда можно оглянуться назад и задать себе вопрос: я посред жизненную дорогу. Правильной дорогой ли шел по жизни или нет, подвести какие-то итоги. Как ученый-археолог, твои труды играют важную роль в сохранении и изучении археологического наследия Южной Осетии, на территории которой практически представлена подобно таблице Менделеева археологические периоды всех периодов, начиная с эпохи палеолита. Диапазон деятельности ученого широк и разнообразен. Не только археология, но и другие сферы сыграли большую роль в его жизни. Несколько лет он возглавлял югостинское отделение Ирос Тернахас, ярый борец за сохранение культурной идентичности осетин. Поздравить юбиляра приехали его коллеги из Северостинского института гуманитарных и социальных наук и Института истории и археологии. Благодаря тесному сотрудничеству удалось реализовать немало совместных проектов. Вам удалось гармонично объединить свои многогранные деятельности, археологические исследования, развитие и организацию гуманитарной науки, государственную и общественную работу. Ваши книги и статьи отличаются ясной научной позицией, высокой компетентностью и неизменной включенностью в обсуждение проблем отечественной истории и культуры. После участники научной конференции приступили к работе. С докладами выступили ведущие ученые как из Южной, так и из Северной Осетии. Стелла Бязарова, Давид Туаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.